Коми снижается кадровый дефицит медработников, и особенно на селе. За последние 5 лет врачей стало гораздо больше. Это результат программы «Земский доктор» с молодыми медиками, которые выбрали непростую миссию – лечить людей и переехали работать в глубинку, пообщалась Виктория Науменко. Приезжая в поселок Поляна Сосногорского района, в первую очередь обращаешь внимание на тишину и живописный лесной пейзаж вокруг. Для молодого фельдшера Оксаны Герасимовой этого оказалось вполне достаточно, чтобы тут остаться. Хотя по многим бытовым делам приходится ездить в Сосногорск, девушка не жалуется и уезжать пока не планирует. Впечатлений хватает и скучать некогда. В фельдшерско-акушерском пункте Поляна Оксана единственный фельдшер. Кроме нее здесь работают только акушерка и уборщица. Этот небольшой штат отвечает за здоровье всего поселка. Зимой, например, у нас бывает и по 20 человек. Это вместе с детьми, я вам говорю. Летом, 10-13. Первая смена мы всегда с 8 до 2 работаем. Вторая смена, вторник, четверг, с 12 до 6 вечера. И вызова, конечно. В любое время могут быть. Мама девушки тоже медик, и о работе врача Оксана мечтала с детства. Сомнений в выборе профессии не было никогда. Поэтому по окончании школы без раздумий пошла в Ухтинский медицинский колледж. А в 2015-м приехала работать в Поляну. В первые годы работы фельдшерско-акушерский пункт находился в другом здании, и условия были сложнее, делится Оксана. Но и тогда она ни разу не пожалела о своем решении. Тем более с местными жителями общий язык нашла сразу. В молодом фельдшере души не чают пациенты всех возрастов. Очень хороший доктор. Когда плохо, если, допустим, нет возможности, прийти самим в больницу, всегда приходит на помощь, всегда ходит по домам. Стоит только позвонить, приходит очень быстро. Сидишь, боишься, весь трясешься, тебе говорят, все будет хорошо, успокойся. То есть очень добро так относится. Обожаю наших врачей. Попросишь по телефону, как далеко туда идти, целый час. Идет. Рюкзак за спину, приходит. У меня поднялось давление до 200. Я позвонила по телефону, и Оксана Александровна тут же пришла. Измерила давление, сделала укол магнезию. У меня давление хорошо спустилось. Сразу 150, потом 130. Главным плюсом работы на селе Оксана считает колоссальный опыт. Здесь за пациентов ты по большей части отвечаешь сам. В сложных ситуациях приходится вызывать бригаду скорой помощи, но большая часть решений на местном докторе. Поначалу это и пугало. Ты здесь одна, можешь с кем-то проконсультироваться, что-то спросить. Там поначалу, когда я работала, мне было трудновато немножко. Я созванивалась с нашей скорой, там что-то у них спрашивала. Возможность получить опыт привлекла Ингу Филиппову. Выпускница Кировской медицинской академии занимает должность терапевта в амбулатории поселка Сидью с 2017 года. Как Оксане Герасимовой, ей поначалу приходилось непросто. Дистанционную помощь оказывали медики Ухтинской поликлиники. Никогда в помощи не отказывали. Хоть даже вечером какая-то ситуация, звонишь, все помогают, никто не отказывает. Нюансов, то что отдаленность, все на нас самих. Та же самая, то, что скоро далеко от нас. Сначала мы все работаем, потом только они приезжают. Не секрет, что кроме опыта молодые специалисты получают за работу на селе единовременное денежное вознаграждение. Так, с 2020 года компенсационные выплаты врачам составляют 2 миллиона рублей, а фельдшерам – 1 миллион. Только за прошедший год по программе «Земский доктор» трудоустроено 14 врачей и 3 фельдшера. Виктория Науменко, Павел Лаготин, телеканал «Юрган».